И к другим темам. Эндуро по Хакасски. В Вершина-Бидже прошли мотогонки. Протяженность трассы почти 50 километров, причем со сложными препятствиями. Зрелищное мероприятие посетили наши корреспонденты. Здесь нет понятия возраста или пола. Ты либо мастерски управляешь питбайком и тебе неведом страх, либо переходишь на сторону болельщиков. В этот раз численный перевес был за спортсменами. На дистанцию вышли больше 100 участников. Это любовь, это удовольствие, это у многих цель реализации. Это уже больше, чем просто покататься. Соревнования – это идеальная тренировка. Ты приезжаешь, у тебя есть разметка, ты знаешь, что если застрял, сломался, тебя вытащат, подлечат. Идеальные условия, чтобы потренироваться. Нужно обязательно ехать всем. Сначала думал, просто буду кататься, а потом как-то затянуло, начал больше времени этому посвящать. Тут у меня 3 лошадиные силы и еще 50 кубиков. Я пока что могу максимум масла заливать и бензин. Я хочу пожелать только победы, уверенности в себе и, конечно же, без травм. Удачи и к старту! Эндуро предполагает агрессивный вид езды. И чем больше и сложнее препятствия, тем лучше. На трассе среди Биджинских гор все условия выполнили. Веер из бревен, белазовские колеса, бетонные ограждения. И это только перед выездом на трек, который ведет через дикие поля и острые вершины. Мотоспорт в Хакасии пользуется популярностью не только у молодежи, но и среди взрослых людей. Но вот условий, чтобы вырастить чемпионов, создать конкурентную сборную, не так много. В идеале мотогонщики должны с легкостью преодолевать как любую природную местность, так и уметь ориентироваться на больших стадионах с искусственными препятствиями. Таких у нас нет. С таким ландшафтом, с такими высокими горами я еще не видел, поэтому с удовольствием посмотрим. Это здорово, что в республике Хакасии проводятся такие соревнования. Я поэтому, когда узнал, что они будут, я тут работаю по приглашению Сергея Михайловича Сокола, я, конечно, не мог не откликнуться и не приехать сюда, чтобы поздороваться, увидеть друзей, ну и, конечно, насладиться хорошим зрелищем. Гонки проходили в 3 классах. Золотой круг или самый высокий класс составил 47 километров пути. Победителем в нем стал Василий Ситников из Гатчины. А вот первые места в серебре и бронзе забрали красноярцы Валентина Филатова и Александр Жестовский.